подошел и наш черед. Вот и Родина зовет отдавать свой долг защитника отчизны. А вокруг бурлит весна, покупатель, старшина нас зачитывает строго и по списку. Погрузили, привезли за Кавказе край земли. Море, горы, красота, все по-другому. Вот застава, наконец, ваша мать и ваш отец. Старшина сказал, ну, слава богу, дома. Пограничные войска, наша служба нелегка, только служба легкой, братцы, не бывает. Где граница пролегла нашей юности тогда, кто служил в погранвойсках, наверное, знает. За спиною вся страна ощущается сполна. Ты в письме когда-то матери напишешь, и любимой вдалеке, мол, граница на замке, и что с каждым днем до дембеля все ближе. А тем временем, пока вся романтика сошла горьким потом и тревожными ночами, день за днем звучал приказ на охрану, как наказ государственной границы нашей с вами. Как архарам по камням приходилось по пятам нам скользить по диким тропам непролазным. Сколько раз на перехват уходил дозор в закат по взметнувшейся ракете ярко-красной. Пограничные войска, наша служба нелегка, только служба легкой, братцы, не бывает. Где граница пролегла нашей юности тогда, кто служил в погранвойсках, наверное, знает. За спиною вся страна ощущается сполна. Ты в письме когда-то матери напишешь, и любимой вдалеке, мол, граница на замке, и что с каждым днем до дембеля все ближе. День за днем, за годом год, подошел и наш черед. Молодежь на марш-броске нам дышит в пятки. Передали калаши, все как надо, от души, как учили командиры, все в порядке. А вокруг бурлит весна, той же зеленью полна. Не один десяток лет прошло, но снова тот матерый старшина, и застава, как стена, в нашей памяти, ну, слава богу, дома.
Героев застав пограничных мы помним, героев Второй мировой, кто насмерть стоял и с последним патроном с врагом в рукопашный шел бой. За нами страна, мы лицо государства, девиз в пограничных войсках. Мы вместе одно пограничное братство, щит Родины в наших руках. Воины в зеленых фуражках, той зелени знакомый цвет родных полей берез. Храним огонь твой, Беларусь, земля святая наша, и не уроним чести дедов и отцов. Храним огонь твой, Беларусь, земля святая наша, и не уроним чести дедов и отцов. Ракетам над лесом не дремлет граница, команда застава в ружье. От группы тревожной чужому не скрыться, мы делаем дело свое. По зову души мы надели погоны, присяге и долгу верны. Твои часовые в фуражках зеленых стоим на границах страны. Воины в зеленых фуражках, той зелени знакомый цвет родных полей берез. Храним огонь твой, Беларусь, земля святая наша, и не уроним чести дедов и отцов. Храним огонь твой, Беларусь, земля святая наша, и не уроним чести дедов и отцов. Воины в зеленых фуражках, той зелени знакомый цвет родных полей берез. Храним огонь твой, Беларусь, земля святая наша, и не уроним чести дедов и отцов. Храним огонь твой, Беларусь, земля святая наша, и не уроним чести дедов и отцов. Не призывают солдат срочной службы, то есть только за счет контрактной основы. Контрактной службы, конечно же, людей всегда не будет хватать на такую дисциплину, на тем более трудную работу, службу. Не все желают идти, но можно даже в следующих дальнейших годах приглашать. Я думаю, они не откажутся, кадры придут сюда, выступят к вам с поддержкой. Если есть желающие у кого-то, друзья, знакомые, молодежь, служить хочет дальше в пограничных войсках, мы тоже, конечно, ветераны, и те, кто уже отслужил и как бы уже дальше можем служить, по разным причинам, можем как бы хотя бы посодействовать, поддержать, помочь, найти будущих уже пограничников, которые вместо нас будут там служить, охранять, нести службу. Спасибо большое за приглашение, и спасибо большое, на самом деле, Чувашскому пограничному братству за все мероприятия, которые вы организуете и будете организовывать. Мы, канашцы, конечно, всегда с вами будем, любое мероприятие приглашать, мы будем подъезжать. И, конечно же, приезжайте к нам все с любых районов. Любое мероприятие будете проводить, так же, как у нас получилось Шамушой. Давайте нам Якубовича, давайте Гаврилова, давайте героев. Мы будем как-то связь держать, стараемся через пограничное братство какое-то мероприятие, направляйте, кто что, чем может помочь, мы как бы тоже можем подключиться. На Канаш год у нас, если план вы включаете, постарайтесь включить, мы у нас там хотим в этом году это казаков опять пригласить. Тоже, как, кстати, у нас казачье братство там какое-то есть, волжское войско казачество.
они тоже как-то активно занимаются. Мы приглашали уже один раз их в Канаш город выступательными мероприятиями. Их приглашает даже чеченская республика, пытается даже тренировки перетащить. В Канаше очень хорошо выступательно они показали, с конями, с шашками, пиками. И вот на следующий год уже хотим пригласить, договариваемся, предоплату мы уже внесли. И надеюсь, тоже какое-то мероприятие более организованное, массовое, чтобы людям показать, мы тоже будем организовывать. Спасибо большое. Харитонов Александр, в данный момент действующий сотрудник наших пограничных войск славных. В недалеком прошлом Анатолий немножко ошибся, проходил службу, конечно. Значит, до этого в Среднеазиатском пограничном округе, потом в Забайкалье. Сейчас одной ногой, так сказать, на пенсии. В декабре этого года исполняется 23 календарных лет прохождения службы в наших войсках. Ну, не обо мне речь. Все прекрасно, все замечательно. Послушал я с вами, был с Анатолием знаком по интернету, сейчас вживую, так сказать, увидел. Есть маленькая такая ремарка. Значит, на следующий год исполняется 20 лет. Единственным подразделением, действующим подразделением, находящимся на Чувашской земле, это посту пограничного контроля Чебоксары-аэропорт. Не знаю, конечно, я далек еще от этой мысли, как это будет происходить и как это будет праздноваться, как освещаться будет. Ну, может быть, наша, потому что душой и сердцем я с вами, со всеми, наша общественная организация тоже внесет какую-то, может быть, маленькую лепту, там, освещение этого праздника. Потому что, как правило, все эти мероприятия заканчиваются маленьким междусобойчиком и тишиной. Ну, спасибо за внимание. Предлагаем на следующий год это мероприятие включить в план. И с ним со следующего года. Почему бы нет? Добрый день, всех с праздником. Аванский Олег Петрович. Я предлагаю в план мероприятий следующего года особый упор сделать на создание памятника пограничников в городе Чебоксары. Потому что у нас, так сказать, нам Чебоксарство, все-таки столица, и стыдно немножко, что у нас в городе нет нормального пограничного памятника. И через пограничное братство мы уже, правда, первые шаги сделали, сходили, посмотрели на курган славы место, посмотрели. Сейчас хотим выйти с предложением на городскую администрацию, место свое, которое мы прекрасно место увидели, посмотрели. Правда, не знаю, согласится ли администрация, но будем работать над этим и в план мероприятия включить все-таки вот это действие, и потом кинуть клич. Это все-таки деньги большие достаточно, мы прикинули, стоимость памятника где-то 1 000 000 рублей будет стоить. Общими силами, всей республикой, всеми пограничниками, кто сколько может, собрать эти деньги и памятник все-таки, где курган славы, поставить. Я предлагаю включить это в план мероприятий следующего года. Спасибо за внимание. Основные мероприятия, они у нас всегда остаются. Те же самые, что в прошлом году. Третий пограничный турнир, в том числе, ладно. Бурнаться как в этом году? Сделаем? Анатолий Борисович, это уже сделаем по месяцам. В марте, в апреле, в мае, а то мы перепутаемся. Да, каждый месяц записывать сразу же. Вчера, наверное, обсуждать, не только обсуждать, просто выступить, наверное, у кого какие пожелания будет включение в план. Предлагаю следующее. Вот как скелет сделать, то есть все, что было в прошлом году, это вот в феврале месяц, как месяц патриотического воспитания. Собирались в Досафе, стрельба, допустим, да? Вот то же самое. Проведение уроков мужества. Нет, вы сейчас сразу месяц возьмите, стандартный, который в прошлом году были, дополнительно скажут, и сразу 12 раз и все. Январь-февраль, это оборонно-массовые мероприятия. Январь-февраль. Давайте в январе что есть? Давайте в январе. Участие вот в оборонно-массовые Месячки военно-патриотические. военно-патриотическое воспитание. Да, патриотическое воспитание, месячные. То есть это в каждом районе, в каждом муниципальном Это везде проводится. Везде проводится это, во всех школах. Школ даже стоит только к школе обратиться, они сами идут навстречу, потому что их тоже за это трясут.
Это январь-февраль У них получается. программа. В январе, Январь-февраль. сразу после каникул, где-то с 20 января. Тогда сразу же Канаш, у нас у Канаша то же самое, свое отдельное еще мероприятие, это по стрельбе в спортивной школе, у нас с ним выпилками, уже первый год мы проводили, второй год мы дальше запланировали. Это уже на место? Да. Ну, в вашем же составе, как говорите. Да, это в общем, да. мероприятие все равно надо будет включать. Да. То есть вы же- основное вы мероприятие же- это военно-патриотическое Военно-патриотическое месячник, воспитание. военно-патриотическое. Тогда обращение к каждому муниципалитетам предоставить свои планы. Нет, наверное, нам, знаете, у общественной организации, наверное, все-таки нам в какой-то особой форме выделить надо, наверное, вот такой план подготовки к мероприятиям по празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Вот это надо будет особый план, наверное, включить. Вот этим надо поработать. Дойдем. Ну И все. вот этот план включить, вот как раз вот это восстановление оборонительных сооружений, именно план какой-то работы именно по поиску пограничников, которые первыми встретили Отечественную. Вот это у нас тут было действенное было. Почему? Потому что я думаю, все-таки основное направление это патриотическое воспитание подрастающего поколения. Это основное направление. Мы все с вами, если будем патриотами своей Родины и будем призывать детей именно воспитывать именно духе патриотизма детей. Это вот это наша главная задача. Поэтому я думаю, вот основным направлением мы сейчас прямо так и должны, думаю, принимать точно такой план подготовки празднования 70-летия Победы. Это, ну, первое, это, конечно, празднование Дня защитника Отечества, это февраль месяц, а потом уже идет второй декада, как бы сказать, это празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной. Но потом, конечно, по ходу, там уже мы летом другие мероприятия, вот такой форме, я думаю, надо принять. Ну, у кого-то какие-то другие пожелания, наверное, будут. Ну, Мое мнение, я бы так сказал, что вот этот план, его, конечно, нужно делать, но он должен быть в рамках наших общих мероприятий. Да. Вот и все. То есть какие-то там направления, да, с детьми там все. Сейчас идет разговор о том, чтобы сделать общий план, который будет придерживаться все отделения в районах и, ну, в общем, по всей Чувашии. Вот. Месячник мы записали, январь-февраль. Каждый свой план предоставит. Да. А? Каждый свой план предоставит. Да. И Январь-февраль. сроки сразу укажите, какой сроки предоставлять нам план, например, на месячный. Ну давайте до 20 января До 20 января по месячному. примерный план составить. Тогда на В электронной почте, да, там на сайте у нас есть информация. Чтобы его выставлять в газете. В марте у нам нас... надо будет сделать так, чтобы план общественной организации, например, пограничного края, будет состоять из планов местных общественных Да, организаций. ячеек, всех ячеек, Да, отделений. Потом да. все эти действия Местных отделений, Да. да, районах местных отделений пограничного Нет, края. я извиняюсь, она республиканский план-то будет, но под планы будут наши. Да. муниципальные. Ну так имеется в виду. Да, Да. да. Это вот То есть координирует действия. в марте, насколько я знаю, у нас таких вот нету, есть Третий, отдельный. есть второй турнир по этот Это отдельно, опять же, это же не везде, не по всей Чувашии. Это, да, это в Чебоксарах мы проводим. Плюс еще доманские события, там, 46-я годовщина, да? А? Да, 46-я. Будет. В апреле, вот я не знаю, включать в план в этом году автопробег. Вот надо в апреле. Нет, я предлагаю так, а вот вместо автопробега, потому что кажется, вот одно и то же делать, как нет. Вместо автопробега вот это вот общий сбор на Суре. Да. Ну и по пути, пока кто будет ехать, можно, конечно, заехать на места захоронений. Да, но это так. В плане вот им надо как проект восстановления. Да, проект восстановления. Апрель, ну это в начале мая или в Конец конце апреля, начало мая. Нет, на 2-3 мая пишется. Да, это в мае все. Сура еще будет там. Да, нет, в апреле, на самом деле еще. На 2 года, да, может раньше вы там сообщили. Далее, я, конечно, в прошлом году тоже поднимал вопрос по поводу выезда на военные раскопки по местам наших боев, по поиску захоронений наших солдат неизвестных и поиску установления наших бойцов. В прошлом году у нас не получилось. Единственное мероприятие, которое не получилось в прошлом году. То есть оно, в принципе, не было включено как таковое. Но мы вроде старались там, но не получилось. В этом году все-таки надо бы попытаться и делегацию отослать.
Там, конечно, очень серьезные вложения нужны, там примерно на каждого человека по 5000 уходит за неделю. Там на бензин и на проживание, там, так далее. Поэтому тот, кто может. Не знаю, тоже стоит включать в план или нет, если оно под вопросом. Но у меня лично такое, что я поеду на 90%. Это обычно едут, вот можно с нашими поехать, но от ЧГПУ у нас исторический факультет едет. Они едут не в Ржев, они едут от Смоленска, они едут, Смоленская область. 23 апреля они обычно уезжают и приезжают где-то 1 мая, 30 апреля. Вот так примерно уезжают. То есть там производится захоронение найденных бойцов к 9 мая. Если кого-то привозят они оттуда артефакты. Недавно была выставка в ЧГПУ всех найденных вот этих вещей на местах боев. Участвовал полпред президентов ПФО Бабич с нашим главой. Вот. Значит, далее в мае, вот как восстановление, сказали, да, восстановление линии обороны. 9 мая предложение ко всем районам Чебоксарскому отделению, это обязательно участие в параде 9 мая. Ну и всем отделениям. Все. Ну, это я говорю, рекомендации всем, а Чебоксаров, я считаю, это обязательно. На местах. И кто, естественно, если в районах, допустим, есть огромное желание, там, у нескольких человек участвовать, но никак не можете собраться, милости просят нашу коробку Чебоксаров, можно будет выйти здесь на Красной площади. Тем более в год 70-летия Победы. Далее, там, 28 мая у нас День пограничника. На первая суббота июня мы как бы традиционно уже участвуем. Кстати, я забыл, вот в апреле надо будет включить участие в волейбольном турнире Константина. Да, первое воскресенье апреля. Да. Турнир памяти Константинова. Это в Опресненском районе. И сразу туда на 28 мая можно добавить? Со всех, можно даже муниципалитетов пригласить на экскурсию. Вот у нас авиабаза ФСБ России есть, где и наши вертолеты, Ми-8 МТшки, Ми-26, Ми-24, наши есть Ил-76 самолет, кто у кого первый раз, вы помните, наверное. То есть детей, там очень хорошая организация экскурсии, каждую пилотскую кабину, летчики будут встречать, механики встречать. До 28 мая любой день определитесь вот, по этому, по республике, если организация. Мы с Канаша возили и будем возить. Кадетский класс можно будет? Ну и представители с каждого района по 2-3 ребенка привезем, здесь соберемся и отвезем. Это где-то? Южкоролу. Поездка там на самом городе, экскурсии были они организуют, и по аэродрому, авиабазе. Чтобы детям показать как-то военную технику, боевую технику. Это места боевой славы или как оно? Вот записать надо правильно. Нет, это экскурсия. Нет, Южкорова это посещение военной базы, действующей авиабазы ФСБ России. Это наша пограничная техника. Просто мы подчиняемся ФСБ, получается. Там все наши самолеты, вертолеты. Наши вертолеты 26 коровы стоят, которые на Таджикистан летали, Ми-8, Ми-4 на Таджикистан летали, на Афганистан. Они ресурс продленный, даже летают нормально. Даже можно организовать там на прыжки, когда летчики тренируются там с парашютом через. То есть это договоренную сторону как бы организация на себя возьмет, но детей надо собрать здесь централизованно, чтобы здесь, например, где у нас штаб будет, отсюда собравшись на одном автобусе, выехать, показать, и здесь потом уже распределить детей. Да, и я предлагаю, значит, когда план мы составим уже, выберем ответственного, то есть тот, который будет заниматься непосредственно. Обеспечение техников. Нет, можно и технику, и студенты тоже. Или можно другой вариант предлагать, чтобы детей вот так вот в Чебоксарах встречать, не распределять, какой-то определенно в течение года с каждого района по одному маленькому автобусу там, или там газели это собирать, отправлять. Тоже так можно. Это реально. Там, во-первых,
само дешевое, даже питание можем офицерской столовой организовать. Экскурсии, там я экскурсовода нанимал всегда с музея, с их, тоже очень дешево, лешкаринцы молодцы. Там буквально 3000-4000 за экскурсовода, ну и, конечно, затрат на автобус, и все. Если там желающий спонсор найдете, то на питание детей отдельно еще самой Лешкаре должен, я так организовываю. То есть дело 10 тысяч? Но могут и можно организовать и в столовой авиабазы. Летчики идут на это, всегда предлагают, пусть дети попробуют там пищу, которую они, летчики едят. Предлагают даже такое. Тоже. Так, далее. В июне месяце мы участвуем в Ядрине турнире памяти Константина Долбилова, кавалера ордена Боевого Красного Знамени. Примечательно, конечно, было в прошлом году тем, что все говорят, ядринцы тоже в том числе, что если бы не пограничники, турнир бы выглядел бы очень весьма скромно. То есть там собралось, ну, процентов, наверное, 60 одни пограничники. Вот. То есть это действительно одни фуражки, тельняшки, береты наши. Вот. Далее, из меча памяти нужно будет участвовать 22 ночи. В июле у нас пограничный турнир. Еще в июне, в прошлом году, мы включили в план фестиваль военно-патриотической песни. В Козловке. В Козловке проводили. Конечно, организация там была не очень, собралось мало народу, администрация была предупреждена за 2 недели, что фестиваль состоится именно такого числа. Мы приехали народные артисты Чувашской республики, районов наших граничных представителей приехали. Тем не менее, была весьма низкая организация со стороны администрации Козловского района. Но ядринцы, конечно, говорят, отдайте нам этот фестиваль, мы соберем на Суре очень много народу. Поэтому, я считаю, может быть, включить именно, так как у нас называется Георгиевская ленточка, фестиваль, приурочить опять к выходному примерно до начала войны, но по месту уже решить. Если нигде не получится, я говорю, вот даже на Певческом поле у нас здесь Чебоксаров, просто даже с администрацией договориться, у нас достаточно хорошие отношения сложились, поставить там аппаратуру, больше народ соберется, чем рисковать. А нельзя по очереди в каждом районе, пожалуйста. Можно. Организация всегда, я извиняюсь, конечно, перебиваю, мы вот столкнулись, и тут Герман Петрович может подтвердить, и Алексеевич, когда мы с муниципалитетом сталкиваемся, особенно чиновники, они на самом деле как-то далеки от военно-патриотической подготовки, их силком надо это все заставлять, им дежурный вариант это патриотические месячные проводят. Это так для виду, где-то лекции, где-то что-то, где-то нас попросят, где-то военнослужащих больше попросят выступить, фотографии, отчетности, портфолио и так далее, так далее. То есть это очень внутренно проходит у них и очень так дешево и показательно, который поверхностно относится. В том числе вот эти открытия памятников, если вот вспомнили вот этот вертолет, мы на самом деле бились за нее, как черт знает что. Шамушинцы, даже глава Шамушинского района до последней минуты не верил, что я там привезу героев, там Якубович едет. Он мне 10 раз по телефону переспрашивает, это правда или неправда. Я говорю, почему не должно быть правда? В этой ситуации, конечно же, лучше, наверное, на самих пограничках, если председатели есть, зато мы хоть отчитываться можем, например, здесь перед республикой, где мы промах сделали, где нет, мы хоть будем знать. Наверное, понятно, да. А их только извещать. Здесь, да, администрации, конечно, надо отдать должное Козловке, что обеспечили аппаратурой, выделили там место и все. Но вот именно собрать народ никто не смог. Ни пограничники Козловки, вот жалко, они тоже не приехали. Вот это момент. Давайте тогда с местом определимся, но фестиваль оставим, да? Конечно. И каждый год... Это достаточно интересное мероприятие прошло. Потом варили уху. Всем раздавали, и никто не верил. Просто даже люди подходили, что говорит, бесплатно, просто так. Пограничники, вот память о всех
погибших. Всем понравилось? Да, всем понравилось. Люди приехали, проезжали мимо с Нижнего Новгорода, люди были из Москвы, очень были удивлены. Люди гуляли, тоже подходили, вообще довольны были. Да. Ну, вот, к сожалению, мало народу. Рассчитывали на больше, конечно. Далее, значит, пограничный турнир у нас в июле. И, пожалуй, там подпись, да, у нас идет. До Дня памяти погибших пограничников. Это 3-я суббота августа. Приурочено примерно, почему 3-я суббота, это примерно выпадает на 18 августа, это день гибели героя России Николая Смирнова. Погиб. Это бой 94 года, после уже 12-й погранзаставы, именно на этом же участке, только через год. Про это, к сожалению, мало что сказано, но в 93-м, в 94-м еще сильные бои там шли. И я вот, это на когда на турнире памяти советские. Турниры памяти я подготавливал там целый планшет, бой Смирнова, значит, когда бой 12-й погранзаставы. На следующий год бой на высоте Тур, где Смирнов погиб, и операция возмездия. Там операция возмездия была очень серьезная, были подняты десантно-штурмовые маневренные группы наших погранвойск. Есть сейчас и отчеты, и фотографии с этих. Мы даже в Афганистан заходили там. С тех пор они прикусили там язычок, и зубки свои сточились. Вот. Но это уже другая история. Далее, вот в сентябре также у нас начинается, конечно, мероприятие по урокам мужества. Основное 1 сентября предлагается всем посетить классы. Раньше уроки мира проходили, сейчас уроки мужества, тоже уроки мира проводим. В прошлом году частично участвовали, я сам в 10-й школе участвовал с Рафоном Сергеевым, посетили, рассказали. Также вот почему-то мы забыли такую традицию, как посадка деревьев у нас. Что-то в прошлом году не получилось. Посадка. Нигде мы в прошлом году ни одного дерева не посадили. Хотя до этого и весной, и осенью аллею памяти Руслана имени Руслана Животкина, кажется, там Руслана Животкина, граничная аллея в Ядринском районе, там да, много. Ну, если мы в этом году действительно памятник, по крайней мере, место добьем, там, я думаю, по крайней мере, аллея пограничных можно будет. Глава города возвращения сентябрь. Да, косвенное подтверждение есть о выделении места на аллее Победы. Но надо точную точку показать, они выйдут, посмотрят. При следующей встрече с главой города Чебоксар, этот вопрос, я думаю, решим. Так, в октябре у нас, в ноябре тоже День разведчика. Ну, это да, такие мероприятия, то есть это как бы... Связанные с новым братством и с оказом Чурасова. Это... Текущие, так сказать, мероприятия, то есть у нас таких текущих много, они не запланированы, но они получаются. Там со школы позвонили, тут с района, там, и так далее. То есть, где у кого какие мысли возникают, пожалуйста, локальные такие мероприятия можно, и поэтому включайте в план, мы уже будем примерно рассчитывать на выезд, на сбор в это же время в каком-то районе. Ну и декабрь традиционно отчетно-выборная конференция. И эти пару слов хочу сказать. В нашей общественной организации «Пограничный есть отличная спортивная команда по волейболу под руководством капитана Аланского Олега Петровича. У меня дома 3 кубка за первое место стоит. Правда, нам сейчас помещение выделяют, хотят выделить в 30-й школе города Чебоксара Сенатова, где военно-спортивный клуб «Фрунзе», где наш Евгений Алексеев ведет, 20 лет уже с детьми занимается. Мы планируем тоже на основе этой школы, этого класса, организовать пограничный юный друзья пограничников, кадетский класс, и плодотворно работать
если получится, если там помещение нам будет выделить. У нас юридический адрес показывает, что по проспекту Мира, дом 84. Вот. А также есть тут пожелания, вот кепочки мы тут показательно пока сделаны, потом свою форму командную, вот, чтобы с нами хотят тоже и другие, тоже пограничники присоединиться, заказать. Я футболку взял, там, до сайта покажу. Хорошо, это Ольга Ивановна, кстати, это пробная наша футболка, все мы посмотрим, около часа мы вас всех, мы это попозже пойдем, кстати, пообедать чуть-чуть, чай попить, это попозже, тогда и покажем. Вот, кстати, хочу сказать, что у нас очень сильная эта команда под руководством Аванса Валерия Петровича. Павел Владимирович правильно сказал, надо обязательно принять. В прошлом году мы второе место заняли, там сильная команда была. Не сразу мы проиграли. А так мы... А вот это, кстати, хочу предложить, вы можете в каком-то районе среди поколенчиков проведем в честь какой-нибудь даты турнир по волейболу? Да. Осенью. Ну, Михаил, давай Харитонов хочешь. Харитонов. Я что хочу сказать. У нас в прошлом году соревнования ведь прошли, да, ведь? Это патриотические песни, я имею в виду традиционно. Чтобы, если, например, мы план составляем, чтобы мы могли в этом плане некоторые мероприятия, они были как уже начали войти как традиционные, имеется в виду. День патриотической песни, например, она традиционно, например, в Козловке народу было мало, но место было отличное. Если есть возможность организовать там же. То есть традиционные вот эти мероприятия оставлять в том же районе. То есть турниры, например, волейбольные турниры. Вот в Цивильске мы собрались, турниры мы провели, да, ведь? Волейбольные команды, не все, конечно, команды участвовали, но такой азартом, таким темпом сыграли. Отлично, мне понравилось. Потом, я хочу оставить мероприятие в Батровском районе у нас было в честь отца Анатолия праздник спортивный. Вот это мероприятие, мало команд, конечно, пришло, но где-то 5 или 6 команд тогда пришло. Вот это, он служил, отец Анатолий его застрелили в церкви, имеется в виду, был пограничником, служил на афганской границе вместе со мной. В Баклию, когда зайдете в центр, у него храм построенный и стоит большой. Так что я хочу вот это самое в честь отца Анатолия праздник традиционным оставить. У нас, правда, в прошлом году не все получилось. Супругу уехала, не смогла быть. Потом священники нам почему-то отказали там быть, потому что он же отец Анатолий, его могила в Туринской церкви стоит, так что как-то рядом. И это мероприятие я хочу, чтобы оно традиционно вошло. Потом, вот насчет мероприятий, которые мы проводим, вот по волейболу, например, и хочу сказать, что слишком много спортивных соревнований не надо делать. Там волейбол или мини-футбол. Вот эти два мероприятия, они вполне достаточно. А то мы разбегаемся, кто стрельба, кто туда, и не успеваем. Есть команда, с командой пришли, организованно, азартно так сыграли, то, ну, как бы сказать, духовно отдыхали. И потом... И второе предложение. Вот у нас не получается с администрацией. И вот я сколько Шамуше еще хорошо поддержала, когда приезжали генерал, как говорится, Якубович приехал, тогда население было. И вас спасли наши пограничники, батровцы. Если бы мы не приехали, красиво бы получилось, что пограничников мало. Согласовали. Согласовали, правильно. Красиво получилось.
У меня есть предложение вот такое. У нас вот со всей Чувашии сейчас как бы пограничное общество наше расширится, укрепится, я хочу сказать. Чтобы она еще больше укрепилась и так вот, чтобы нас слышали, чтобы уважали и чтобы мы работали легче, нам надо одну вещь сделать. Когда мы выбираем депутатов, глав района, выдвигать свои кандидатуры, если есть у нас общество. Для политика? Нет, это Реальная помощь будет. Я политику нет. А почему? Мы что, плохие? Где можно выдвигать своих кандидатур? Раз у нас пограничное общество. Ну, чтобы защищал интересы. Нет, хочу Бадовика поддержать, на самом деле, не в том, что вот Шимушу вспомнили, все вспомнили опять. Но на самом деле, когда нету поддержки со стороны исполнительной власти или же понимания, это очень тяжело. И не только обязательно лезть, но хотя бы принимать активное участие в общественном служении или при изучении своих бюджетов в районах. Вот мы только вот ехали, обсуждали, у нас город Канаша славно кое-как за 2 года, когда к совести призвали, там заставили снова дать на субботники там главу администрации, заложить на Сберафганс небольшое финансирование, и там уже невозможно было ответить. С вами в этом году, летом или весной, разговаривали на тему 28 мая. Это наш праздник, профессиональный день пограничника. Мы говорили о том, что нам бы хорошо было бы, если мы 27 мая соберемся здесь или в Чебоксаре, или в каком-то городе и проведем концерт. Военно-патриотический концерт, и придем с нашими семьями, с детьми, с женами и так далее. Помните, разговор такой был? Да. Может быть, есть смысл вот именно 27-го собраться, а 28-го уже мы все у себя в районах проводим наш профессиональный праздник. Это первое. Второе. Я не знаю, как у нас так сказать, задействован март месяц. Я хочу предложить нашему коллективу организовать фестиваль. Рыбак рыбака, пограничный фестиваль рыбак рыбака. У нас на туристической базе, на льду. Пограничник теперь будет. То есть, если хотите, потому что рыбаков, наверное, здесь полно, на последний лед в марте, когда более-менее будет тепло уже, и можно посидеть, порыбачить еще раз. Это включить надо. Это хороший город. Это включить надо. И потом последнее. Значит, у нас во всех районах есть землячество. Чувашский национальный конгресс. А наверняка там есть военно-патриотическое направление. Может быть, нам чуть-чуть совместно с ними работать, планировать и так далее. Тогда будет нам еще легче работать. Но землячество это в Чебоксарах. Нет, это по всей республике. В каждом районе есть землячество. Ну да, уж То есть, тогда получилось бы так, что если приехали в Козловку, подключили бы землячество, и землячество подтянулось бы, сельские советы подтянули, и народ, может, собралось больше бы. Вот 3 предложения. Спасибо. Уважаемые пограничники, дорогие земляки, спасибо за то, что пригласили на это мероприятие. Ну и кроме того, когда я, так сказать, сообщил, учитывая, что я уже 49-й год состою в системе пограничных войск и органов безопасности, так мне повезло. 40 лет погоны носил. И сейчас 9-й год работаю преподавателем в пограничной академии ФСБ России. Поэтому состою в нескольких организациях. В связи с тем, что у нас по всей стране так много этих организаций, значит, состою в сынах Отечества, естественно. Еще когда я проходил здесь службу здесь в Чебоксарах, мне так посчастливилось 12 лет служить в управлении ФСБ России по Чувашской Республике. Это последний этап моей военной службы. Я тогда уже, меня не привлекли и состоял в сынах Отечества. Это первая организация, которую я представляю. Далее, меня, значит, уполномочил Международный союз общественных объединений, ветеранов, пенсионеров, пограничной службы. До недавнего времени, до своей кончины, я возглавлял генерал-лейтенант Сгерский, Геннадий Анатольевич. Сейчас ее возглавляет, был в свое время начальником Остро-Низиатского пограничного округа, все это знают и помнят. Сейчас эту организацию возглавляет генерал-полковник в отставке
Деремин Александр Михайлович, это уже представитель Восточного пограничного округа. Такой журнал «Ветеран границы», в котором описывается работа, в том числе и таких общественных организаций, объединений, каким является наше Чувашское пограничное братство. Вот, много там можно посмотреть и увидеть полезного, нужного. Ну и вообще в целом-то я вам рекомендую. Вот у нас всего осталось у пограничников одна газета «Границы России». Пограничное братство за активную платформную работу по военно-тактическому воспитанию молодежи Чувашии. И вручить грамоты, которые по ходатайству управления, также подготовлены поручено вручение. Аванский Олег Петрович награждается. Андрей Сергей Юрьевич. Игнатьев Сергей Петрович. Грамотно награждает Шорников Анатолий Борисович. Служу в Российской Федерации боевому пограничному братству. От имени Президиума Чебоксарского городского собрания депутатов. Ну, я, правда, не был депутатом никогда. Хотя был депутатом областного Иссыкульского совета в свое время. Значит, грамота награждается Шорников Анатолий Борисович. Служу в России боевому пограничному братству. Просутов Павел Владимирович. В России раньше. Марков Сергей Михайлович. Игнатьев Сергей Петрович. Алексей Евгений Владимирович. И Андреев Сергей Юрьевич. Памятные медали 90 лет освобожденного Президентского пограничного округа награждается Быков Анатолий Алексеевич. Служу в России, служу в пограничном братстве. Такой же медалью награждается Харитонов Михаил Миронович.
Олег Петрович. Значит, медалью за верность присяге. Ефрейтор Шорлин Анатолий Борисович. Алексеев Евгений Владимирович. Данилов Виктор Григорьевич. Служу в России пограничному братству. Сорокин Эдуард Семенович. Служу в России и пограничному братству. Берендеев Виталий Градинович. Он болеет, у него сын тоже пограничный династия, Игорь, тоже он это. Да, отец болеет. Так, медалью за службу на границе награждается Гадиев Дамар, да? Гадиев, а тут так написали, идет. Да, и решением правления, тут сами могли вручить, но это получили теперь все. Да? Значит, Чувашская организация за честь Ордена братства почетным знаком за отличие награждается Служил Советскому Союзу, служу России и пограничному братству. Добрый день, пограничники. Голосую за ветеранов Афганистана, Чувашской и братства. Я вас поздравляю этого нового дня. И далее начинается. Чувашская афганская организация, российская общественная организация, Российский союз ветеранов Афганистана поздравляет и выражает вам огромную благодарность за помощь, оказанную вами в проведении совместных мероприятий, посвященных памяти военных интернациистов, за активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, за активное участие в ветеранском движении, в увековечении памяти павших военнослужащих, участников боевых действий, воспитанных на лучших традициях прошедшего поколения славного русского воинства. Подпись Игоря Михайловича Кашаева. Награждается Михайлов Сергей Владимирович. Я також читать не буду каждый раз. Такой же грамотой награждается Харитонов Михаил Миронович. Возяков Виталий Семенович. России пограничному братству.
Еще раз вас поздравляю этим знаменитым праздником. И желаю крепкого здоровья. Чтобы наша Бог пошел. Благодарность директору Байкал Владимиру Ильичу Иванову. Уважаемый Владимир Ильич, выражаем вам огромную благодарность за помощь и содействие проведения второго пограничного турнира и весомый вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, благополучия, всего самого доброго и светлого в жизни, удачи в делах и дальнейших успехов в служении на благо нашей Родины. Председатель управления Я еще раз хочу сказать, он всегда нас год уже помогает. Еще благодарность директору Байкал Иванову. Уважаемый Владимир Ильич, выражаем вам огромную благодарность за помощь и содействие проведения турнира на турбазе Азамат Сибирского района 16 августа 2014 года. В ходе памяти погибших пограничников на Кавказе, в Афганистане, в Таджикистане, в Дагестане и других горячих точках. Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, благополучия, всего самого доброго и светлого в жизни, удачи в делах и дальнейших успехов в служении на благо нашей Родины. А также с турнира памяти Николая Смирнова, который прошел турнир Героя России Николая Смирнова 5 ноября в городе Тбилиси по рукопашному бою. Памятный медаль тоже за его помощь нам, кстати, на памятный медаль. Памятный медаль. Спасибо вам еще раз, Владимир Ильич, за вашу помощь.